Улугбек Абдулазимов, директор строительной компании «Бизнес-хаус Кейджи Ош-Сити». Его жизненный путь сочетает многие стороны – спорт, педагогику, защиту прав человека, политическую деятельность. Путь, где каждая ступень – самостоятельное достижение. Мы каждый год по нашему бюджету разделяем именно по этим направлениям, то есть социальным блокам, да, помощь в школам, где-то уязвимым населением и так далее. В этом году была с нашей стороны оказана помощь в таких направлениях, а именно поддержка учителей, где-то строили школы, где-то арки, того подобного. Например, мы содействовали строить школу в районе Сураташ. Это ранее был Карасуйский район, сейчас уже город Ош относится. Туда мы построили двухэтажную школу. Сейчас 400 учеников там обучается. Потому что люди обращались к нам, население тоже растет год за годом. Нехватка школ. А второе, там же приграничная зона, да, чтобы людям было комфортно и они получали достойное образование, мы именно выбрали этот участок. Образование – это, знаете, в первую очередь не только строительные компании, но и все должны уделять внимание своего рода, да, так как наш уважаемый президент тоже несколько раз вышел именно по этой направлению, что повышает заработные платы учителей, медиков и других наших работников. Да? Поэтому мы тоже выбрали именно в это направление и хотели как-то содействовать, как-то где-то помочь учителям. Все начинается, как нам всем известно, это в первую очередь образование. Если наши дети образованные, наши дети учатся в достойных местах, это уже знак того, что государство в целом будет расти. Так как если человек знает, чем он должен заняться, значит у человека есть определенные цели. Помочь своим семьям, помочь обществу, помочь где-то в городу и так далее. Поэтому мы, чтобы наша страна развивалась, были, как говорится, хорошие моменты, то есть благо было, да, мы именно выбрали образование. Сейчас у нас в городке будет построено 4 школы. И именно направление по IT-направлению будут ребята учиться, школьники. Да? И я думаю, первый сейчас в Кыргызстане мы откроем такой хаб, IT-городок, где дети не только в школе будут учиться, но и мы будем приглашать сюда самых известных, самых таких IT-направлений ребят, которые занимаются именно в этой сфере, да, айтишников. Будут они практически тоже показывать им, и теоретически тоже будут обучать наших детей, чтобы у нас были ребята, которые могут своими силами, своими знаниями не только в Кыргызстане, но и во всем мире работать. Знаете же, век живи, век учись, мы все должны развиваться, мы должны все учиться, да? Не только в одном направлении, но и во всех отраслях должны знать. Потому что, как руководитель, мы не только ведем беседы, разговоры в местных уровнях, но и разные люди бывают, инвесторы бывают. Как раз таки мы тоже планируем открыть несколько заводов. Мы сейчас как раз таки проводим беседы, проводим встречи с инвесторами зарубежными, да, чтобы привлечь их сюда, чтобы содействовать им, открыть здесь свою компанию, свои заводы, чтобы наши местные ребята тоже здесь работали, развивались. Там это уже
именно не в одном направлении, но в нескольких направлениях сейчас обучаемся. Именно Араванского района, да, были такие моменты, когда надо было туда в первую очередь привлечь инвесторов, чтобы развить регион. Так как мы сейчас занимаемся строительством, туда и ходят не только стройки многоэтажных домов там и так далее, да, поэтому мы сейчас с нашими коллегами, нашими друзьями поговорили, вели беседы, вели, как говорится, встречи, вот, и достигли того, что привлечь их сюда, в Араванский район, чтобы они открыли здесь заводы. Конечно, здесь не только им выгодно, да, но и нашим местным жителям, государству тоже выгодно, потому что будут работать наши ребята, также они будут платить налоги и так далее, развивать район. Поэтому мы тоже содействовали где-то по нашим советам, где-то по документациям. 5 заводов будут строить туда свои предприятия. Да? Знаете, бизнес-сообщество, да, вот предприниматели, бизнесмены, конечно, тесно должны работать с правительством, так как получаем от правительства льготы, там где-то помощь, где-то содействие. В конечном этапе мы обязательно должны вместе работать, где-то мы тоже должны отдачу давать, да, то есть имеется в виду открыть новые рабочие места, вот, где-то по социальным направлениям помогать не только людям, но и строить где-то школы, там, детские сады.